Хиджаб в дополнение к стрелковому костюму. Сборная Кувейта выступает на играх «Дети Азии» впервые, но высокий класс арабских стрелков известен всем специалистам. Спортсменка Хиба Харзуки это лишний раз доказывает, стабильно выбивая 98 из 100. И в свои 15 лет выполняя норматив мастера спорта. Результат – золотая медаль. Это были очень сложные соревнования и хороший опыт. Я впервые вышла против девочек из России и Монголии. В дальнейшем я бы хотела принять участие в юношеской олимпиаде в Китае в 2014 году. У юношей победа также за Кувейтом. Бандар Аль-Мутаири уверенно лидировал с первого этапа. По признанию спортсмена, «Дети Азии» – это важнейшие соревнования в его двухлетней карьере. И подготовка к ним была более чем серьезной. Я очень доволен результатом стрельбы, ведь я очень долго тренировался. Для подготовки к играм я выезжал на спортивные сборы в Сербию, где готовился вместе со спортсменами из других стран. Олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира россиянин Михаил Неструев поздравил с успешным выступлением серебряного призера соревнований стрелка якутской сборной Женю Колодезникова. Как оказалось, Неструев сам начинал с детского серебра. Это был 1984 год, была спартакиада школьников в городе Ташкенте. Это были первые соревнования великие, на которых мне довелось участвовать. И как раз это явилось стартовой площадкой для дальнейшей моей спортивной карьеры. Я там выполнил норму мастера спорта, стал призером. Вот оттуда, можно сказать, все и пошло. Вот все мои спортивные успехи. Женя отстал от лидера всего на 3 очка. Земляк знаменитого якутского снайпера Федора Охлопкова уверен, в следующий раз победа от него не ускользнет. На тренировках я выбивал больше, чем сегодняшний результат кувейтского стрелка. Сразу после игр я начну готовиться к следующему чемпионату. В стрельбе из пневматической винтовки тройка победителей как у юношей, так и у девушек одинаковая. Первые места у спортсменов из Кувейта, вторые – якутяне. Бронза уезжает в Монголию.